Звенящий кедр. Весной 1994 года мною были зафрахтованы 3 речных теплохода, на которых я совершил 4-месячную экспедицию по Сибирской реке Оби от Новосибирска до Салехарда и обратно. Цель экспедиции – налаживание экономических связей с регионами Крайнего Севера. Экспедиция называлась «Купеческий караван», самый большой из теплоходов пассажирских «Патрис Лумумба» в западно-сибирском речном пароходстве. Интересно называются теплоходы Мария Ульянова, «Патрис Лумумба», Михаил Калинин, будто других исторических личностей и не было. На большом теплоходе «Патрис Лумумба» располагался штаб каравана, выставка продукции, производимой предпринимателями Сибири, магазин. Каравану предстояло пройти на север 3500 километров, посетить как относительно крупные населенные пункты, такие как Томск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Салехард, так и мелкие, куда добраться с грузом можно лишь в короткий период навигации. Днем суда каравана причаливали к населенным пунктам. Мы торговали и вели переговоры о налаживании там постоянных экономических связей. Передвигались, как правило, ночью, если метеоусловия не позволяли нам двигаться по реке. В неблагоприятную погоду штабной теплоход причаливал к ближайшему населенному пункту, и мы устраивали вечера отдыха для местной молодежи. Там подобные мероприятия – редкость. Клубы и дома культуры за последнее время весьма обветшали. Культ мероприятий в них почти не проводится. Иногда на протяжении суток хода не встречалось ни одного даже мелкого населенного пункта, лишь одна тайга вдоль берега реки, единственной транспортной артерией на многие километры. Мне тогда еще было неведомо, что на одном из этих километров ждет меня встреча, которая изменит всю мою жизнь. Однажды, когда мы шли уже обратным курсом на Новосибирск, я распорядился причалить штабной теплоход к берегу у маленькой, всего в несколько домиков деревушки, на десятки километров удаленной от больших населенных пунктов. Стоянку запланировал на 3 часа, чтобы команда теплохода могла походить по земле, а местные жители приобрести у нас разный товар и продукты, а мы у них по дешевке таежные дикоросы и рыбу. Во время стоянки ко мне, как к руководителю, обратились с весьма странной просьбой 2, как я тогда решил, местных старика. Один постарше, другой помоложе. Старший старик с длинной седой бородой все время молчал. Говорил тот, что помоложе. Он уговаривал меня дать им человек 50. В команде теплохода было всего 65, которых они хотели сами повезти в тайгу за 25 километров от места стоянки теплохода, повезти вглубь тайги для того, чтобы спилить, как они выразились, звенящий кедр. Кедр, высота которого, с его же слов, достигла 40 метров, предлагалось еще и распилить на части, которые можно будет на руках унести на теплоход. Забрать мы должны были непременно все. Каждую часть старик советовал распилить на еще более мелкие кусочки, по одному взять себе, остальные раздать своим близким, знакомым, всем, кто пожелает их получить в дар. Старик говорил, что этот кедр необычный, кусочек его нужно носить на груди, на веревочке, причем надевать его нужно стоя босыми ногами на траве, ладонью левой руки прижать к обнаженной груди. Через минуту почувствуется приятное, исходящее от кедра тепло. Потом по телу пробежит
легкая дрожь. Время от времени, когда будет появляться желание, нужно шлифовать кончиками пальцев ту сторону кусочка кедра, которая не прикасается к телу, придерживая большими пальцами рук за другую сторону. Старик уверенно утверждал, что уже через 3 месяца человек, обладающий кусочками звенящего кедра, почувствует значительное улучшение самочувствия и излечится от многих заболеваний. «И даже от СПИДа?» – спросил я, рассказав им коротко об этой болезни то, что знал из прессы. Старик уверенно ответил: «От любых болезней», но это, по его мнению, было легкой задачей. Главное состояло в том, что человек, обладающий этим кусочком, станет добрее, удачливее, талантливее. О целебных свойствах нашего сибирского таежного кедра я немножко знал, но чтобы он мог так влиять на чувства, способности, это тогда казалось мне совсем неправдоподобным. Я подумал, может быть, старики хотят получить с меня деньги за этот, как они считают сами, необычный кедр. И я стал объяснять им, что на большой земле, чтобы понравиться, женщины носят ювелирные изделия из золота и серебра, и за какую-то деревяшку денег платить не будут, потому и я не пойду ни на какие расходы. «Носят, не зная», — последовал ответ. «Золото — прах по сравнению с одним кусочком этого кедра, но денег нам за него никаких не нужно. Мы еще можем грибов сушеных вам дать, а нам ничего не нужно». Не став спорить из уважения к их старости, я сказал: «Ну, может быть, кто-то и станет носить кусочек вашего кедра, станет носить, если великий мастер резьбы приложит свою руку и сотворит нечто необычно красивое». Но на это старик ответил: «Можно вырезать, но лучше шлифовать. Намного лучше будет, если самому шлифовать своими пальцами, когда душа того будет хотеть. Тогда кедр и внешне будет красивым». При этом старик помоложе торопливо расстегнул свою старенькую куртку, потом рубашку и показал то, что было у него на груди. Я увидел выпуклый круг или овал. Цвета на нем были разные: фиолетовый, малиновый, рыжеватый, и составляли непонятный рисунок. Прожилки дерева казались ручейками. Я не ценитель произведений искусств, хотя бывать иногда в картинах-галереях мне приходилось. Особенных эмоций мировые шедевры у меня не вызывали, но то, что висело на груди у этого старика, вызвало чувств и эмоций значительно больше, чем посещение Третьяковской галереи. Я спросил у старика: «Сколько же лет вы шлифовали свой кусочек кедра?» «93», — ответил старик. «А сколько вам лет?» «119». Тогда я не поверил ответу. Выглядел старик лет на 75. Не почувствовав моих сомнений или не обратив на них внимания, старик, немного волнуясь, стал убеждать меня в том, что и других он, кусочек кедра, отшлифованный только самим человеком, тоже будет красивым уже через 3 года. Потом все лучше и лучше, особенно у женщин. От тела его обладателя будет исходить приятный, благодатный аромат, несравнимый ни с чем, искусственно сотворенным человеком. От стариков действительно исходил очень приятный запах. Я ощутил его, несмотря на то, что курю, и, наверное, как у всех курильщиков, мое обоняние
притуплено. Еще одна странность. Я вдруг стал отмечать в речи незнакомцев фразы, несвойственные жителям отдаленной глубинки севера. Отдельно я помню и сейчас, даже с интонациями старик говорил: «Бог создал кедр как накопитель энергии космоса. От человека в состоянии любви исходит излучение. За доли секунды оно, отразившись от проплывающих над человеком планет, снова достигает Земли и дает жизнь всему живому. Солнце – одна из планет, которая отражает далеко не полный спектр этого излучения. В космос уходит от человека только светлое излучение, и из космоса на Землю возвращается только благодатное излучение. От человека, пребывающего под влиянием злобных чувств, исходит темное излучение. Темное излучение не может подниматься вверх и попадает вглубь Земли. Отразившись от недр, оно возвращается на поверхность в виде извержения вулканов, землетрясений, войн. Высшим достижением отраженного черного излучения является влияние на человека лучей, усиливающих непосредственно в нем его собственные злобные чувства. Кедр живет 550 лет, миллионами своих иголок, листьев, и днем, и ночью он улавливает и накапливает в себе светлую энергию. Весь спектр ее. За время жизни кедра над ним проходят все тела, отражающие светлую энергию. Даже в маленьком кусочке кедра благодатной для человека энергии больше, чем у всех рукотворных энергетических установок на Земле вместе взятых. Кедр принимает исходящую через космос от человека энергию, хранит и в нужный момент отдает, когда ее недостаточно в космосе, а значит, человеке, во всем живущем и растущем на земле. Встречаются, но очень редко кедры, которые накапливают, но не отдают обратно накопленную энергию. Через 500 лет своей жизни они начинают звенеть. Так они говорят своим тихим звоном, так они подают знак, чтобы взяли их люди, спилили для использования накопления энергии на земле. Так кедр просит своим звоном, 3 года просит, если не соприкоснется с живыми людьми, тогда, через 3 года, он, лишенный возможности отдавать накопленное через космос, теряет возможность отдавать ее непосредственно человеку. Тогда он начинает сжигать энергию в себе. Этот его мучительный процесс сжигания, умирания длится 27 лет. Недавно мы обнаружили такой кедр, мы определили, он звенит уже 2 года, тихо звенит, очень тихо, может быть, старается на большее время свою просьбу растянуть, но ему остался еще только 1 год, его нужно спилить и раздать людям. Старик говорил долго, я почему-то слушал его. Голос странного старого сибиряка звучал то спокойной уверенностью, то очень взволнованно. И когда он волновался, то быстро, словно легко играя на каком-то музыкальном инструменте, шлифовал кончиками пальцев свой кусочек кедра.
На берегу было холодно, с реки дул осенний ветер, холодный ветер рывками перебирал седые волосы на непокрытых головах старцев, но старенькая куртка и рубашка говорившего старика оставались расстегнутыми. Он все шлифовал кончиками пальцев свой висевший на открытой ветру груди кусочек кедра. Все значимость его пытался пояснить. С теплохода на берег спустилась сотрудница моей фирмы Лидия Петровна. Она сказала, что на теплоходе все уже собрались, готовы к отплытию и ждут, когда я закончу разговор. Я попрощался со стариками и быстро поднялся на борт теплохода. Выполнить их просьбы не мог по двум причинам. Задержка теплохода, да еще на 3 суток, обернулась бы большим убытком. Все сказанное старцами причислил я тогда к их излишнему суеверию. На следующий день утром во время планерки я вдруг увидел, что Лидия Петровна теребит у себя на груди кусочек кедра. Уже позже она рассказала мне, что когда я поднялся на теплоход, она еще немного задержалась, видела, как старик, который разговаривал со мной, когда я стал быстро уходить от них, в растерянности смотрел то мне вслед, то на своего старшего товарища и приговаривал взволнованно: «Как же так? Почему не осознали они? Совсем не умею говорить на их языке. Не смог убедить, не смог, не получилось у меня ничего. Ничего не получилось. Почему? Отец, скажи». Старший положил руку на плечо своему сыну и ответил ему: «Неубедителен ты был, сынок, не осознали они. Когда я уже поднималась по трапу на теплоход, — продолжила Лидия Петровна, — старик, который с тобой разговаривал, вдруг подбежал ко мне, схватил за руку, свел с трапа на траву. Он торопливо достал из кармана веревочку, к которой был привязан вот этот кусочек кедрового дерева, надел мне на шею, прижал его моей и своей ладонью к груди. Я даже дрожь почувствовала. Как-то быстро очень он все это проделал, я и сказать ничего ему не успела. Когда я уходила, он вслед приговаривал: «Счастливого вам пути! Будьте счастливы! Приходите сюда, пожалуйста, на следующий год! Всего хорошего, люди! Мы будем вас ждать! Счастливого вам пути!» Когда теплоход отчалил, старик еще долго махал вслед рукой, потом вдруг сел на траву. Я посмотрела на них в бинокль, увидела: старик, который с тобой разговаривал, а потом дал мне кусочек кедра, сидел на траве, а плечи его вздрагивали. Тот, который постарше, с длинной бородой, наклонившись, гладил его по голове. В коммерческих заботах, бухгалтерских расчетах, банкетах по поводу окончания навигации я не вспоминал о странных старцах-сибиряках. При возвращении теплохода в Новосибирск я почувствовал острые боли. Был установлен диагноз язва 12-перстной кишки и остеохондроз грудной области позвоночника. В тишине комфортной больничной палате я был огражден от повседневной суеты. Палата люкс на одного человека давала возможность спокойно проанализировать результаты 4-месячной экспедиции, составить бизнес-план для будущей, но память как бы отдаляла все события и почему-то выдвигала на первый план
стариков и сказанное ими. По моей просьбе в больницу доставлялась всевозможная литература о кедре. Сопоставляя прочитанное с услышанным, я все больше и больше поражался и начинал верить в сказанное стариками. Какая-то правда все же была в их словах, а может быть, правдой было все. В книгах по народной медицине много говорится о целебности кедра. Там сказано, что все, начиная от его листьев и иголочек, до коры обладает высокоэффективными лечебными свойствами. Древесина сибирского кедра имеет красивый вид. Ее могут с успехом использовать мастера художественной резьбы по дереву. Из нее изготавливают мебель и резонансные доски для музыкальных инструментов. Хвоя кедра обладает высокой фитонцидностью, способностью легко обеззараживать окружающий воздух. Древесина кедра имеет характерный, очень приятный бальзамический запах. Помещенный в доме небольшой кусочек кедрового дерева отпугивает моль. В научно-популярной литературе также указывается на то, что качественные показатели кедра, растущего в северных районах, значительно выше, чем более южных. Еще в 1792 году академик П.С. Паллас писал, что плоды сибирского кедра эффективно восстанавливают мужскую силу и возвращают человеку молодость, значительно увеличивают сопротивляемость организма, помогают ему противостоять многим заболеваниям. Существует и целый ряд исторических феноменов, напрямую или косвенно связанных с кедром. Вот один из них. Полуграмотный мужик Григорий Распутин из глухой сибирской деревни, края, где растет сибирский кедр, в 1907 году, попавший в столицу в возрасте 50 лет и поразивший своими предсказаниями даже императорскую семью, в которую он оказался вхож, обладал незаурядной мужской силой. Когда Григория Распутина убивали, были поражены тем, что уже будучи изрешеченным пулями, он продолжал жить. Может быть, дело в том, что вырос он в кедровом краю, на кедровых орехах. Вот как журналисты того времени оценивали его выносливость. В возрасте 50 лет он мог начать оргию с полудня, продолжая свой кутеж до 4 часов ночи. От блуда и пьянства он заезжал прямо в церковь к заутренней, где простаивал в молитве до 8 утра. Затем дома, отпившись чаем, Гришка, как ни в чем не бывало, до 2 часов дня принимал посетителей. Потом набирал дам и шел с ними в баню, а из бани катил в загородный ресторан, где повторял ночь предыдущую. Никакой нормальный человек не смог бы вынести подобного режима. Нынешний многократный чемпион мира и Олимпийских игр по борьбе Александр Карелин, остающийся до сих пор непобедимым, тоже сибиряк, тоже из мест, где произрастает сибирский кедр. Силач тоже ест кедровые орехи. Случайно ли это? Я перевожу только те факты, с которыми можно легко ознакомиться в научно-популярной литературе или которые могут подтвердить свидетелей. Одним из таких свидетелей теперь является Лидия Петровна, которая получила от старого сибиряка кусочек звенящего кедра. Женщина в возрасте 36 лет, замужем, мать 2 детей. Сотрудники фирмы, контактирующие с ней, заметили происшедшие изменения. Она стала более доброжелательной, улыбчивой.
Муж Лидии Петровны, с которым я знаком, рассказывал мне, что в их семье в настоящее время установилось большее взаимопонимание, и отметил, что его жена как бы помолодела и стала вызывать в нем больше чувств, уважения и, может, даже любовь. И все же многочисленные факты и доказательства меркнут перед самым главным, с которым и вы можете ознакомиться сами, и после которого во мне не осталось ни тени сомнения. Это Библия. В Ветхом Завете, в 3 книге Моисея, Левит 14:4, Бог учит, как лечить людей, даже обеззараживать жилище с помощью кедра. Когда я сопоставлял собранные мной из разных источников факты, сведения, вырисовывалась такая картина, что известные нам чудеса света померкли перед ней. Великие тайны, будоражащие умы человеческие, стали казаться незначительными в сравнении с таинством звенящего кедра. Теперь я уже не мог сомневаться в его существовании. Научно-популярная литература, древневедическая, развеяли сомнения. О кедре 42 раза упоминается в Библии еще в Ветхом Завете. Ветхозаветный Моисей, явивший человечеству каменные скрижали, вероятно, знал о нем больше, чем написано в Ветхом Завете. Мы привыкли к тому, что в природе существуют разные растения, способные лечить человеческие недуги. Лечебные свойства кедра подтверждает научно-популярная литература, такие серьезные и авторитетные исследователи, как академик П.С. Паллас. И это совпадает со сказанным в Ветхом Завете. А теперь внимание! Ветхий Завет, указывая на кедр, только на кедр, не упоминает о других деревьях. Не говорит ли Ветхий Завет о том, что кедр – самое сильное лечебное средство из всего, что существует в природе? Что это? Лекарственный комплекс, но как им пользоваться? И почему странные эти старики из всех кедровые выделяли один звенящий кедр? Но это еще не все. О неизмеримо более загадочном говорит следующий сюжет Ветхого Завета. Царь Соломон построил из кедра храм. Чтоб доставить кедр из Ливана, он отдал за него другому царю Хирону 20 городов своего царства. Невероятно, отдано за какой-то материал для строительства 20 городов. Правда, ему была оказана еще одна услуга. По просьбе царя Соломона ему были даны люди, умеющие рубить дерево. Что это за люди? Что они знали? Я слышал, что и сейчас в отдаленных глубинках есть старики, которые как-то выбирают деревья для строительства, но тогда, более 2000 лет назад, все могли это знать. Однако потребовались какие-то особые люди. Храм был построен, в нем начала служба, и не могли священники стоять на служении по причине облака. Что это за облако? Как и откуда вошло оно в храм? Что представляло собой? Энергию? Дух? Что это было за явление? И какова его взаимосвязь с кедром? Старики говорили о звенящем кедре как о накопителе какой-то энергии. Какой кедр сильнее, ливанский или сибирский? Академик Паллас говорил, что целебные свойства возрастают по мере приближения
произрастания к границе с лесотундрой, тогда, значит, сильнее сибирские. В Библии говорится, по плодам их судите, значит, снова сибирский. Неужели никто не обращал внимания на все это, не сопоставлял такие факты? Ветхозаветная Библия, наука прошлого столетия и современная едина во мнении о Кедре. И Елена Ивановна Рерих в своей книге «Живая этика» пишет, еще в ритуалах посвящения царей древнего Харасана появлялась чаша кедровой смолы. У друидов также чаша кедровой смолы, и она называлась чашей жизни, и лишь позже она была заменена кровью. При потере сознания духа огонь Зороастра произошел от сожжения смолы в чаше. Так что же тогда из всех знаний наших предков о кедре, его свойствах и предназначении дошло и сохранилось до наших дней? Неужели ничего, что знают о нем сибирские старцы, и вдруг в памяти всплыла ситуация многолетней давности, от которой даже мурашки по телу пробежали? Тогда я не придал ей значения, но теперь, в начале перестройки, мне, как президенту Ассоциации предпринимателей Сибири, позвонили из Новосибирского облисполкома. Тогда еще были у нас исполкомы и обкомы партии. Попросили прийти на встречу с крупным западным бизнесменом. Он имел рекомендательное письмо тогдашнего правительства. На встрече присутствовало несколько предпринимателей, работники аппарата облисполкома. Западный бизнесмен по внешности был весьма крутым и необычным человеком восточного типа. На его голове была надета чалма, пальцы рук украшали дорогие перстни. Говорили, как обычно, о возможностях сотрудничества в разных областях. Среди прочего он сказал: «Мы могли бы закупать у вас кедровый орех». При этих словах он даже как-то напрягся, и его острые глаза забегали, изучая, наверное, реакцию присутствующих предпринимателей. Я это хорошо запомнил, потому что еще тогда удивился, почему это он так изменился. После официальной встречи ко мне подошла сопровождавшая его переводчица-москвичка, сказала, что он хочет со мной поговорить. Бизнесмен конфиденциально предложил, если я организую ему поставки кедрового ореха и непременно свежего, то помимо официальной цены буду иметь приличный процент лично. Поставлять орех нужно было в Турцию. Там они делают какое-то масло. Я ответил, что подумаю. Сам решил разузнать, что это за масло, и выяснил. На лондонской бирже, являющейся эталоном мировых цен, масло кедрового ореха стоит до $500 за 1 килограмм. Поставки нам предлагалось делать примерно по $2-3 за 1 килограмм кедрового ореха. Я позвонил в Варшаву одному из знакомых предпринимателей, попросил его узнать, есть ли возможность выйти напрямую на потребителей этого продукта, узнать технологию его получения. Через месяц он мне ответил: выход невозможен, технологию заполучить не удалось, и вообще в этих твоих вопросах задействованы такие силы Запада, что лучше его вообще не касаться и забыть. Тогда я обратился к своему хорошему знакомому, научному сотруднику нашего Новосибирского института потребкооперации Константину Ракунову, закупил орех, профинансировал работу
и в лабораториях этого института было произведено около 100 килограммов масла кедрового ореха. Также я нанял людей, которые в архивных документах обнаружили следующее. В дореволюционный период и еще некоторое время после революции в Сибири существовала организация под названием «Сибирский кооператор». Люди этой организации торговали маслом, в том числе и маслом кедрового ореха. Их довольно богатые представительства были в Харбине, Лондоне, Нью-Йорке. Имели они достаточно большие деньги в западных банках. После революции эта организация распалась, многие из ее членов эмигрировали. Член большевистского правительства Красин встречался с главой этой организации, предлагал ему вернуться в Россию. Но глава сибирского кооператора ответил, что он больше поможет России, находясь за ее пределами. Еще в архивных материалах говорилось, что кедровое масло делалось с помощью деревянных прессов, только деревянных. Во многих сибирских таежных деревнях высокое качество кедрового масла зависело от времени сбора и переработки ореха. Установить, что это за время, ни в архивах, ни в институте не удалось. Секрет утерян. Свойства масла по целебности аналогов не имеют, но не передан ли секрет изготовления этого масла эмигрировавшими кому-то на Западе? Как объяснить, что самый целебный кедровый орех произрастает в Сибири, а установка, производящая масло, находится в Турции? Ведь в Турции кедр такой, как в Сибири, вообще не растет. О каких силах Запада говорил предприниматель из Варшавы? Почему нельзя касаться этого вопроса? Не качают ли эти силы из нашей российской сибирской тайги целебный продукт необыкновенного свойства? Почему, имея такое богатство у себя дома с очень эффективными свойствами, подтвержденными веками, тысячелетиями, мы закупаем на миллионы, а может и миллиарды долларов западные лекарства и жрем их, как полоумные? Почему мы теряем известные нашим предкам знания, недавним предкам, которые жили в нашем же веке? Что уж тут говорить о Библии, описывающей необычную ситуацию более чем 2000-летней давности. Какие неведомые силы так старательно пытаются стереть из нашей памяти знания наших предков. Да еще не лезь, мол, вроде как не свое дело. Стараются стереть, и ведь получается у них. Что-то злость меня разобрала. А тут еще, смотрю, продается в аптеке кедровое масло, в импортной упаковке продается. Купил я один 30-граммовый флакончик, попробовал, а в нем масло, думаю, не больше 2 капель. Остальное разбавитель какой-то. Его и сравнивать нельзя с тем, что в институте потребкооперации мы изготовили, а стоили эти разбавленные 2 капли 50 тысяч. А если не покупать за рубежом, а самим продавать? Да только за счет одного этого масла вся Сибирь безбедно могло бы жить. И как мы умудрились забыть технологию наших предков, а теперь вот хнычем, что живем бедно. Ну, думаю, ладно, все равно хоть что-нибудь еще разыщу. Налажу производство масла сам. Пусть фирма моя богатеет. Я решил повторить экспедицию по Оби на север, используя при этом только штабной теплоход
Патрис Лумумба загрузил в трюмы разного товара, кинозал теплохода приспособил под магазин, людей на работу пришлось набрать новых, из фирмы своей не стал приглашать, и так финансовые дела ухудшились. Пока я отвлекался, через 2 недели после выхода из Новосибирска охрана доложила мне, что ими были подслушаны разговоры о звенящем кедре, и по их мнению среди принятых новичков есть, мягко говоря, странные люди. Я стал вызывать к себе отдельных людей из команды, говорить с ними о предстоящем походе в тайгу. Одни соглашались идти даже бесплатно, другие просили большие суммы за операцию, потому что она не была оговорена при поступлении на работу. И одно дело находиться в комфортных условиях на теплоходе, а другое – идти в тайгу за 25 километров и тащить на себе груз. Средств у меня к тому времени было уже в обрез. Кедр я не планировал продавать, ведь старики говорили, что его нужно раздать. Да и главным я считал не сам кедр, а секрет получения масла. И вообще интересно было узнать разную информацию с ним связанную. Постепенно, с помощью охраны, я убедился, что за мной пытаются следить, особенно когда на берег сходил, но неясно было, с какой целью и кто стоит за следящими. Думал я, как быть, и решил, чтобы не ошибиться, надо как-то вообще всех сразу перехитрить.